Каша не пригорает, чайник закипает быстро. Программа «Кулинарная азбука» готовит на термостойкой экологичной посуде Хелпина. Кукмара – толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара – удобная посуда, вкусная еда. Здравствуйте, я Шамшот Рахманов, известный шеф-повар, знаток узбекской кухни. Сегодня мы будем готовить домламо из перепелок. У перепелок мясо мягкое, она очень богата витаминами, полезные свойства намного превосходят курятину и крольчатину. Даже перепелиные яйца тоже содержанием витаминов 2,5 раза больше витаминов, чем в обычном яйце. Сейчас мы приготовим маринад: веточки тимьяна, базилик, щепотку зыры. Добавим чеснок, оливковое масло. Узбеки выращивают перепелок, есть жареные перепелки, шашлык из перепелок делают. Перепелки в Руси, то есть это считалось царской едой. Сейчас будем перепелок мариновать и фаршировать айвой. Айву нарезаем дольками. Айва придаст вкус, аромат, и она обогатит вкус блюда. Сейчас мы будем мариновать перепелок, пока, чтобы они пропитались маринадом. И сделаем небольшой массажик. Мы сейчас будем укладывать овощи слоями, но некоторые овощи, половину овощей будем готовить целиком, цельными, то есть это вверх. Это чтобы перепелки не подгорели. В казан чуть наливаем масло. Но многие блюда, то что готовятся в узбекской кухне, в основном готовятся в казане. Добавляем лук снизу, потом помидоры кружочками. Помидоры очень хорошие попались, ташкентские. Помидоры дают кисленький вкус и бульон. Это блюдо готовится домламо без добавления воды. Далее перепелки. В маринаде их достаточно 20-30 минут. Кладем на казан ровным слоем. Сверху будем добавлять айву. Нарезаем дольками. Домламы основные ингредиенты считается мясо, если это мясное. Все укладывается слоями и тушится. Это как бы домламо от слова тушение идет. Тушение томится на медленном огне в собственном соку. Теперь сверху, после айвы, добавим морковь. Морковь будем нарезать не мелко. Баклажан тоже будем нарезать крупными кусками. В традиционных узбекских семьях готовят и мужчины, и женщины. Мужчины готовят плов, шашлык, а женский пол частенько они готовят манты, мучные, сладости. Еще один слой лука. Так, теперь далее добавим мини болгарских перца. Берем веточки тимьяна, помидорчики вот таким образом добавлять тимьян. То есть они пропитываются ароматом тимьяна. Его еще называют тимьян как бы чебрец, чеснок. Мы будем нарезать вот так пополам. Просто вот так пополам, чтобы он дал аромат. Так. Далее добавим картофель. Картофель будем добавлять целиком. Молодой картофель. В Узбекистане тоже, как здесь, очень часто используется картофель. Добавляем чеснок. Сверху помидоры целиком. Добавим петрушку. Добавим чуть базилика. Базилик, там в Узбекистане как бы его называется райхон. На русском рейхан. Далее добавляем барбарис. Кориандр. И зыру. Мы сверху еще добавляем острый перец, веточки тимьяна и накрываем крышкой. И на медленном огне готовится 45 минут. Домламо – одно из самых популярных блюд в Узбекистане. Богатство ингредиентов делают это блюдо не только вкусным, но и празднично нарядным.
Особенность демламы в том, что все овощи нарезаются очень крупно, а некоторые и вовсе кладутся целиком. Укладываются слоями и долго томятся вместе с мясом. И, конечно, немаловажную роль играет замечательный букет специй – кинза, зира, барбарис, тимьян, базилик и красный острый перец. Это сочетание часто используется в узбекской кухне и придает блюдам неповторимый аромат. Пока у нас демлама готовится, мы сварим перепелиные яйца для оформления. Для этого надо потребуется штучек 6-7. И подготовим микс из зелени. Будем брать зелень, петрушку, укроп возьмем, кинзу и базилик. Все, у нас демлама готова. Можем теперь оформлять. Обычно подают в Узбекистане в больших, в общих тарелках. Да, как бы есть такое понятие, это как бы соединяет семью. Будем оформлять перепелиными яйцами и добавляем зелень. Если вы не успели записать рецепт, заходите в нашу группу ВКонтакте. Попробуйте готовить вместе с нами. Рассказывайте, что у вас получилось, и делитесь своими кулинарными секретами. Мы сегодня с вами приготовили демламу. Вы это блюдо можете приготовить в домашних условиях и радовать своих близких и знакомых. Секрет этого блюда – это хорошие свежие овощи, правильно выбранные перепелки и правильно выбранный казан. С вами был шеф-повар Шамшот Рахманов. До свидания. Программа «Кулинарная азбука» использует термостойкую посуду Васильевского стекольного завода.